Дроны напугали Путиных. Одна дочь хозяина Кремля не приехала в Санкт-Петербург, вторая вообще исчезла. Баллистикой по Москве. Одномоментный пуск 20 ракет. Создатель «Фламинго» раскрыл детали. 20 регионов на грани. Таких масштабов еще не было. Полнейшая катастрофа в Крыму. Путин не доживет до пенсии. Крупные игроки массово скупают оружие. Олигархи готовятся к гражданской войне. Бои в столице. Москва спланировала вооруженное столкновение. Армия вышла на улицы. Об этих и других событиях к утру пятницы 5 июня. Доброе пятничное утро. Последний рабочий день недели. И спасибо, что начинаете его вместе с Нехта. Я Олесь Корниенко. Поехали. Приедет ли Путин на Международный экономический форум в Санкт-Петербург после удара украинских дронов? Это станет понятно сегодня. Выступление хозяина Кремля запланировано именно в пятницу. А вот его дочь, которую российские СМИ по привычке называют предполагаемой, а сам Путин когда-то этой женщины, мероприятие участие приняла. Но не лично. Катерина Тихонова выступила дистанционно. Связано ли это с налетом украинских беспилотников, неизвестно. В прошлом году Тихонова также выступала удаленно. А вот Мария Воронцова якобы была на форуме еще в первый день и модерировала одну из дискуссий. Но ни фото, ни видео подтверждения этого факта нигде нет. Хотя в предыдущие 2 года это вторая предполагаемая дочь российского диктатора от камер не пряталась. Так и просится немного измененный вопрос классика русской литературы. А была ли девочка? Или это чекистская наследственность и талант конспирации? А вот из сестры Воронцовой шпионки бы не получилось. Во время своего выступления Тихонова разболтала государственную тайну. Ее доклад был посвящен импортозамещению в фармакологии. Но дочь самого главного папы признала, что больше 90% госзакупок в данный момент это лекарства западного производства. Российские ракетные удары по Киеву недолго будут безнаказанными. Баллистические ракеты очень скоро полетят в Москву. Такое заявление сделал главный конструктор ракетного комплекса «Фламинго» Денис Штиллерман. В интервью Олесе Бацман соучредитель компании Firepoint рассказал, что для ракеты, способной долететь до Москвы, уже готовы корпуса, система управления и другие ключевые элементы. Двигатель мы испытаем в этом месяце. И рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. По словам Штиллермана, компания рассчитывает изготовить от 10 до 20 испытательных ракет, а в случае принятия комплекса на вооружение перейти к серийному производству. Накануне Firepoint показал испытание пуска своей ракеты FP-7. Какие именно цели могут оказаться под ударом, разработчик не уточнил, подчеркнув, что такие решения принимают военные. Однако он допустил, что речь может идти о знаковых объектах в Москве. Как думаете, куда прилетит в первую очередь? Топливный кризис в России расползается все дальше. По данным издания «7/7», перебои с бензином уже затронули как минимум 15 российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, и еще 5 оккупированных украинских территорий. На ряде заправок начали вводить ограничения на покупку топлива. Причиной называют проблемы с нефтепереработкой после украинских ударов по российским НПЗ. В Крыму ситуация ухудшается с каждым днем. Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Интересно, что дальше? Будут выдавать талоны на талоны, а когда очередь за бензином приравняют к 5-й колонне? Китай больше не тянет мировую экономику. Нет, это не цитата кого-нибудь из западных экономистов. Это заявление вице-премьера России Александра Новака. Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, один из ближайших соратников Путина исключил Китай из главных двигателей глобального роста. Мы видим, что страны, которые были ранее драйверами
экономик, за счет постоянного роста численности. Сегодня уже уходят, скажем так, снижает свою роль с точки зрения глобального экономического роста. Взять, например, Китай. Похоже, недавний визит Путина в Пекин не достиг своих целей, и в Москве немножко обиделись. Но кроме антикитайских звучали на форуме заявления и антиевропейские, да еще какие. Фактически Европу надо пристрелить. Это как какая-то бешеная собака, которая просто так бегает по улицам, и с ней нужно что-то делать. С таким заявлением на публике выступил не какой-нибудь ветеран СВО, а бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер. Правда, зал встретил заявление довольно вялыми и неуверенными аплодисментами. Не понял американец загадки путинской элиты. У некоторых там любовницы, дети, виллы. А вы хотите пристрелить Европу. Москва перекрывает рынок, Брюссель открывает кошелек. Евросоюз решил поддержать Армению после того, как Россия ограничила ввоз армянской продукции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит пакет срочной помощи Еревану на сумму более 50 миллионов евро. Я поговорила с премьер-министром Николом Пашиняном о недавних ограничениях, введенных Россией в отношении Армении. Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо. Продлевая экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения в качестве оружия для оказания политического давления. Мы слишком хорошо знаем эту тактику. Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению. Кроме немедленной финансовой помощи, глава Еврокомиссии пообещала принятие мер по упрощению торговли для ряда армянских товаров, в частности, продукции агропродовольственного сектора. Штурм границы продолжается. Латвия зафиксировала рекордное за последние 32 месяца число попыток нелегального проникновения со стороны Беларуси. Только 3 июня латвийские пограничники насчитали 171 попытку пересечения границы. Это самый высокий показатель с октября 2023 года. Тогда за сутки было зафиксировано 220 попыток. Причем поток только растет. За первые 3 дня июня латвийские службы зарегистрировали уже почти 300 попыток незаконного перехода границы. Для сравнения, за аналогичный период мая таких случаев было почти в 2 раза меньше. Рига уже давно обвиняет режим Лукашенко в организации миграционного давления на страны Евросоюза. Но не стоит ли за этой гибридной операцией кто-то покрупнее? Дефицит, талоны и, конечно же, черный рынок. Бензин в Крыму превращается в военный трофей. На фоне топливного кризиса российские военные воруют горючее и перепродают его местным жителям. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления. В Симферополе, Ялте и других городах появляются предложения доставки бензина прямо под дверь. Цена около 160 рублей за литр АИ-95. По данным ЦНС, за многими такими предложениями стоят сами военные, их родственники или знакомые. В Африке опять стреляют, и в новом конфликте может быть российский след. В Сомали снова на грани гражданской войны. В столице страны Могадишо вспыхнули вооруженные столкновения между правительственными войсками и оппозиционными отрядами после решения президента Хасана Шейха Мохаммуда фактически продлить свое пребывание у власти. Бои начались накануне запланированных протестов и продолжались всю ночь. В городе звучали минометные обстрелы, были повреждены жилые дома, а жители некоторых районов начали уезжать. Как и на постсоветском пространстве, местный президент захотел продлить свой срок, а для этого изменить Конституцию. Парламент одобрил этот очень знакомый план еще в марте, но июньские выборы уже под вопросом. По совпадению, менее недели назад министр обороны Сомали был в Москве и встречался с заместителем Белоусова. Чуть ранее, в мае, президент страны принял посла России и пообещал приехать в Москву в октябре. После ряда этих контактов с представителями Кремля власти Сомали вдруг решили пойти в наступление на оппозицию. Как думаете, совпадение?
Неожиданный удар по амбициям Берлина. Германия впервые в своей истории не смогла получить место в Совете Безопасности ООН. И в немецкой дипломатии это уже называют болезненным поражением. Новым, непостоянным членом Совбеза впервые в истории стал Кыргызстан, а кроме него Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Португалия и Австрия. Они начнут работу с 2027 года. Глава МИД Германии Йоган Вадефуль считает, что Берлин поплатился за свою позицию по Ближнему Востоку. По его словам, безоговорочная поддержка Израиля оттолкнула часть стран так называемого глобального юга. Кроме того, министр обвинил Россию в кампании против немецкой заявки из-за поддержки Украины. Мощные удары по Питеру не прошли незамеченными для западной прессы. Как пишет британская газета The Telegraph, война перестает быть далекой для столичных элит. Страна может входить в критическую стадию, и тихая пенсия Путину вряд ли светит. Наш собеседник, известный экономист Игорь Липсиц, считает, что Россию может ждать гораздо более жесткий сценарий. Крупные игроки уже готовятся и закупают оружие. Эти частные компании России будут за свой счет покупать установки для борьбы с дронами, система радиоэлектронной борьбы, значит, эти зенитные орудия и зенитные пулеметы на турелях крупнокалиберные. Ну, такое оружие, которое очень пригодится, кстати, в будущей войне гражданской в России. Но, то есть, идут ситуация такая, что люди все платят налоги, а государство военными своими силами не способно защитить экономику. Поэтому защищайся как хочешь сам. И на самом деле в этом, знаете, есть какой-то такой странный звоночек. Это признание полного краха российского государства. Полное интервью с Игорем Липсицем смотрите на канале Нехта Момент. Ссылка в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.